Когда же он, саллаллаху алейхи вассалям, обосновался в Медине, ему было повелено выполнять остальные предписания ислама, такие как закат, пост, хадж, азан, джихад, повеление благого и запрещение дурного, а также и другие предписания ислама. Он следовал этому в течение 10 лет. Мы с вами говорили о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, жил в Мекке и призывал людей только к единобожию. Также с вами говорили на прошлом уроке, что Аллах Всевышний предписал ему совершать 5-кратный намаз, еще когда он находился в Мекке, саллаллаху алейхи вассалям. Когда же он переселился в Медину, на прошлом уроке мы с вами тоже говорили о хиджре, то есть переселении. Когда же он переселился в Медину, говорит автор, когда он обосновался в Медине, ему было повелено выполнять остальные предписания ислама. То есть, после того, как пророк, алейхиссалату вассалям, переселился из Мекки в Медину и обосновался там, единобожие в сердцах его сподвижников окрепло, утвердилось, и начали исповедовать перед Всевышним Аллахом чистое единобожие, выполняя намаз, Всевышний Аллах предписал совершать другие виды поклонения и узаконил множество других обрядов и заповедей. Среди поклонений были такие, которые Аллах Всевышний вменил обязанность их совершения только в Медине. А некоторые из них уже были узаконены до этого в Мекке, но не в такой форме, не в таком виде, который приобрели эти виды поклонения в Медине. Допустим, здесь автор говорит закат. Такие предписания, как закат. Закат, как говорят ученые, Всевышний Аллах вменил в обязанность во 2-м году хиджры. Во 2-м году хиджры. Написано где и установлено где? В Медине. Такого не было в Мекке. Аллах предписал обязательно держать пост в месяц Рамадан. До этого они были обязаны поститься Ашура, 10-й день месяца Мухаррам. Только один день. В месяц Мухаррам, а именно 10 числа. Каждый был обязан держать его или соблюдать его, находясь в Медине. Яума Ашура, конечно же, этот день постились иудеи. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, прибыл в Медину, мы знаем то, что в Медине жили кто? Жили иудеи, и они в этот день постились. Посланник Аллаха спросил, почему они постятся в этот день. Им ответили и сказали, что этот день является тем днем, в котором Аллах спас Мусу и тех, кто вместе с ним, от фараона. Тогда посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи вассалям, «Ана ахакку би Муса минкум». Мы ближе всех вас к Мусе. И поэтому приказал поститься в этот день. И это было фарзом для них в то время. Но потом, когда Аллах вменил в обязанность поститься в месяц Рамадан, отменилось обязательное предписание день Ашура. Как обязательный вид поклонения был отменен и переведен на желательный. Потом говорит автор хадж. Хадж Аллах вменил в обязанность в 9-м году хиджры. В каком году? В 9-м году хиджры, то есть уже в последние дни пророчества. В обязательной форме был вменен хадж. В 9-м году хиджры, но в этот год посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не совершал хаджа. А отправил Абу Бакра и вместе с ним Али ибн Аби Талиба для того, чтобы они возглавляли хадж этого года. Но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, на следующий год, а именно 10-й год, совершил хадж. И после этого не совершал никакого больше другого хаджа. И этот хадж, чем известен как хадж прощальный. Прощальное паломничество посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Потом говорит азан. То есть азан Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, тоже вменил в обязанность. И этот обряд следует за молитвой. Потому что азан — это призыв на молитву. Призыв на молитву был вменен в обязанность в Медине. Первый год хиджры. Что касается джихада, то джихад вменялся в обязанность постепенно. 10 лет находился в Мекке, призывал только к единобожию. И Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, запретил вести войну в этот момент. Но потом, когда они переселились в Медину, когда их иман окреп, и они приобрели силу, постепенно Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, разрешил им воевать с многобожниками и захватывать их караваны и призывать к религии Аллаха священным Кораном и мечом тоже. Поэтому состоялись известные битвы, такие как битва при Бадре, битва при Ухуде, битва Урва, называется Аль-Ахзаб, и многие другие битвы, и были военные походы, которые возглавлял либо сам пророк, алейхиссалату вассалям, либо за место себя отправлял кого-то другого из сподвижников. Говорит автор, повеление благого и запрещение дурного, а также и другие предписания ислама.
То есть в Медине пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему не спосылались уже аяты какие? Аяты поклонения. Что нужно делать, чтобы попасть в рай? Как нужно делать? Все до подробностей, все подетально. Вопросы никаха, вопросы развода, вопросы наследства, деления имущества и многие другие вопросы уже были узаконены в Медине. В этом, братья, доказательство на то, что эти вопросы должны сначала иметь твердый фундамент и крепкую основу, а это единобожие. Поэтому в первую очередь нужно заниматься тем, чем занимался посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, в первые дни своего пророчества. А это призыв к чистому единобожию и детальное изучение, что такое таухид, и детальное опознание, что такое ширк, чтобы избежать его. Поэтому, говорит здесь автор, он следовал этому в течение 10 лет. То есть посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, прожил в Медине 10 лет. Потом, говорит автор, после этого пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, скончался, но религия его осталась. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, после этого скончался, но религия его осталась. После того, как Аллах завершил свою милость к своим рабам и сделал религию ислам полной, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, все то, что нужно было передать творениям, передал самым совершенным образом и самым полным, после этого, саллаллаху алейхи вассаляма, скончался. Как мы с вами читали аят, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. К вам явился посланник из вашей среды, тяжело для него то, что вы страдаете, он старается для вас. На протяжении последних 10 лет своей жизни, проведя их в Медине, старался для них, обучал их. И когда умер, то есть скончался, саллаллаху алейхи вассалям, после себя никому не оставил никакой нужды в дополнении религии, чтобы кто-то приходил и дополнял эту религию. Поэтому, говорит здесь автор, нет блага, на которое он бы не указал своей общине, и нет зла, от которого он бы не предостерег ее. То есть любое благо, которое ты сможешь представить у себя в голове, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, указал на него путь. И любое зло, которое ты можешь опасаться или представить в своей голове, что это заведет тебя в огонь, посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, что сделал? Предостерег от него. На это указывает достоверный хадис, который приводит имам Муслим в своем достоверном сборнике Ас-Сахих. «Иннаху лям якун набиин кабли, илля кана хаккан алейхи ан ядулля умматаху аля хайри ма я'лямуху лахум, ва юхадзирахум мин шарри ма я'лямуху лахум». Воистину, не было такого пророка до меня, иначе как было долгом его перед его общиной указывать на то благо, которое он узнал для них, и предостеречь их от того зла, которое он узнал для них. Это было долгом, говорит, каждого пророка до Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Был долгом каждого пророка, чтобы он разъяснял полностью им все благо, чтобы они его делали, и все зло, чтобы они смогли избежать его. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, оставил свою общину при полной ясности, как об этом говорили сподвижники. Даже некоторые иудеи как бы с издевкой говорили некоторым из них, как, допустим, Сальман аль-Фариси. Сальман аль-Фариси, известный сподвижник, у нас приходит достоверный хадис, а именно в Сахих Муслиме, что однажды они пришли и решили поиздеваться над ним. Сказали, ваш пророк учит вас всему, даже как ходить в туалет. «Алламакум кулля шей хатта аль-хира'a». Он учит вас всему, даже как ходить в туалет. То есть хотят посмеяться над религией ислам. Вы ходите в туалет, что делать там, все до мелочей, что в туалете делается, даже этого вас учит пророк. Хотели посмеяться над ним. А это наоборот гордость нам и слава нам. Как Аллах в Коране сказал, Он старается для вас. То есть, чтобы ни один шаг вы не делали, иначе как этот шаг был на пути довольства Аллаха, субханаху ва та'аля. Он с гордостью сказал, аджаль, да, так она и есть. И потом дополнил им. Сказал, когда мы ходим в туалет, приказал нам, чтобы мы не смотрели в сторону киблы, чтобы подтирались камнями и так далее. Понятно? Потому что он гордится своей религией. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проявил на этом пути великое терпение, выносливость в передаче откровения. Поэтому эта религия, посмотрите, даже как ходить в туалет, какой ногой надо заходить, какое дуа нужно говорить, когда садишься, какое направление должно садиться, в сторону киблы или нет, тоже разъяснено. Если будешь потираться там бумагой, водой, сколько раз это надо делать, самое меньшее, сколько раз, допустим, это нужно делать, и чтобы это было в нечетном количестве. Когда выходишь, что нужно говорить?
Смотри, везде поклонение, за которое ты будешь вознагражден Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля. Все до мелочей. Если такие вопросы до мелочей объяснены нам, значит вопросы единобожия, вопросы поклонения тем более детально объяснены. Так или не так? Это логически или не логически? Это логически. Поэтому никто в вопросах единобожия, в вопросах поклонения Аллаху не должен где-то искать какой-то другой источник, чтобы там ему объяснили, как нужно поклоняться или как нужно понимать качество Всевышнего Аллаха, его атрибуты, его прекрасные имена, смысл этого и так далее. Мы с вами говорили на прошлых уроках, когда говорили о описании Всевышнего Аллаха, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, объяснил этот вопрос самым совершенным образом, не оставив после себя необходимость в ком-то другом. Необходимость в ком-то другом, чтобы кто-то приходил после него и дополнял пророка. Алейхи салату вассалям. Говорит автор, благом, на которое он указал, является таухид и все, что любит Аллах и чем он доволен. Злом, от которого он предостерег, является ширк и все, что ненавидит и порицает Аллах. То есть, что такое зло, от которого он предостерегал? Это ширк, то есть самое огромное, самое губительное зло, которая навечно тебя заведет в огонь, если ты попадешь в ее сети. Понятно? Это ширк, многобожие. Ты должен изучать все до мелочей, до подробно, что такое ширк, чтобы избежать его. И все то, что порицал и ненавидит Аллах, все то, что порицает и ненавидит Аллах. А благом, на которое он указал, является таухид, единобожие, и все, что любит Аллах и чем он доволен. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, объяснил все. Объяснил даже, что будет в будущем и что ожидает людей в будущем. Люди, которые проживут долго после пророка, саллаллаху алейхи вассалям, с чем им придется столкнуться, тоже по воле Аллаха. Аллах раскрыл ему знания об этом будущем, и он поведал это своей умме, дабы они были на чайку и взяли и предприняли все необходимые меры для того, чтобы спастись. Потому что впереди дни ожидали наихудшие. Были дни испытаний, смуты и искушения. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как это приводится в достоверном хадисе у имама Абу Дауда, а также ат-Тирмизи, имама Ахмада, аль-Хакима и подобным мухаддисам, говорил пророк, алейхи салату вассалям, тот, который проживет из вас долгую жизнь, тот, который будет жить после меня, увидит ихтиляфан кафира, увидит очень много разногласий. Посмотрите на эти слова. Ихтиляфан кафира. Очень много разногласий увидит. Очень много. Не просто там разногласия, где-то там двое не поделили что-то, или там двое где-то там не согласились друг с другом. Нет. Ихтиляфан кафира. Это будет в глобальных, массовых масштабах будет. Очень сильное разногласие будет в основах религии и ответвляющих от этой основы вопросах религии. Что делать? Какой выход? Сказал: фа'алейкум бисуннати. Придерживайтесь строго моей сунны, ва суннатил хуляфа ир рашидин, а также сунны праведных халифов, которые будут после меня. Придерживайтесь моей дороги, вкратце говоря, и дороги сподвижников. Не уходите ни направо и ни налево, а строго руководствуйтесь моей жизнью, как я жил, все то, что я делал, вот так вот делайте, и то, что делали мои сподвижники. И сказал: остерегайтесь бид'a. Остерегайтесь бид'a, то есть новшества в религии, остерегайтесь. Все то, чего не говорил пророк, все то, что не делал пророк, любое понимание, которое не соответствует пониманию его сподвижников, то есть мы должны Коран и Сунну понимать так, как понимали его сподвижники, и говорить то, что говорили сподвижники. Тот, который не будет руководствоваться вот таким вот руководством, тот, который не возьмет для себя вот эту основу в качестве путеводителя главного в своей жизни, этот человек сделал бид'a в религии, новшество в религии. Будешь говорить, и этими словами ты захочешь приблизиться к Аллаху. Но на это нет доказательства из сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ты сделал новшество в религии. Ты сделал новшество в религии, ты находишься под опасностью. Потому что посланник Аллаха в этом хадисе до конца что сказал? فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Воистину, всякое новшество является ересью, وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. А всякая ересь – заблуждение. Старался, переживал за умму. Разъяснил им все добро и все зло. Даже пришло в хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, однажды он сказал: «Сатафтарику уммати аля талятин ва саб'ина фирка, куллюха финнар, илля вахида». Моя умма, моя община разделится на 73 группы. Только одна из них будет в раю. Только одна из них будет в раю. То есть остальные все будут в аду. Сказали: кто они, о посланник Аллаха? Он сказал: «Хия ман кана аля мисли ма ана алейхи льяум ва асхаби». Это та группа,
которая была на том, на чем сегодня я и моих сподвижники. Субханаллах. При жизни внедрял им эти основы, обучал их религии и переживал за них то, что будет в будущем, сказал, вот это вот тоже держитесь, потому что вы много сект увидите. Мы на протяжении наших уроков говорили о некоторых сектантов, которые поклоняются не Аллаху. Говорили, не говорили? Такие как суфисты и им подобные. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предсказал нам по воле Аллаха, из того знания, что ему открыл Всевышний Аллах, и сказал, чтобы мы не приближались к этим сектам, а строго были на том, на чем был пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. Поэтому обучал их, предостерегал, призывал, и в судный день он будет свидетелем против этой общины. Будет свидетелем против этой общины, как пришло в 41-м аяте суры Ан-Ниса, где Всевышний сказал: «Факайфа иза джи'на мин кулли умматин бишахидин, ва джи'на бика аля хауляи шахида». Что будет с ними, когда мы приведем свидетеля против каждой общины и приведем тебя в качестве свидетеля против них? Что будет с ними? Когда наступит судный день, мы выведем тебя и сделаем тебя свидетеля против твоей же общины. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в прощальном паломничестве, когда сделал свою хутбу, известную, знаменитую проповедь, в конце сказал: «Донес я до вас?» Они сказали: «О да, посланник Аллаха! О да, посланник Аллаха!» Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поднимает руку в сторону небес, говорит: «О Аллах, засвидетельствуй», опуская палец на них. Потом опять поднимал в небеса, говорит: «О Аллах, засвидетельствуй». Потом опять показал на них: «О Аллах, засвидетельствуй». То есть то, что я донес. Теперь он будет свидетелем против этой общины в судный день. Пророк, говорит, скончался, но религия его осталась. Но религия его осталась. Хочет автор указать на то, что эта религия последняя, завершающая. Что эта религия не для каких-то определенных людей или ограничена каким-то временем. Нет. Эта религия абсолютно для всех. И эта религия до судного дня завершающая, и теперь никакая другая приверженность какой бы то ни было религии не принесет никакую пользу перед Всевышним Аллахом, субханаху ва та'аля. Кто захочет попасть в рай, ему нужно обязательно принять эту религию. Кто захочет попасть в рай, ему нужно обязательно зайти в эту религию и исповедать только эту религию. Но религия его осталась. Эта религия, она последняя, вечная до судного дня. Всевышний Аллах сохранил эту религию по своей милости. По своей милости сохранил эту религию. Теперь эта религия, ее охраняет сам Всевышний, она не будет подлежать искажениям. Не будет подлежать искажениям, имеется в виду, что не будет такое время, когда истина будет неизвестна людям. Нет, обязательно будет спасшаяся группа, которая попадет в рай и будет исповедовать правильный ислам. Это обязательно будет. Потому что Аллах сохранил Коран. «Инна нахну наззальна дзикра, ва инна лаху лахафизун». Воистину мы не спаслали Коран как напоминание, и мы будем хранить его. Мы будем хранить, мы будем оберегать его. Мы будем оберегать его. Истинный смысл священного Корана по-любому будет храниться. Точно так же, как будут храниться его буквы. Буквы Корана неизменны. Никто не сможет сейчас придумать новый аят или новую букву добавить. Этого уже никому не под силу. Потому что сам Всевышний взялся охранять это Писание. Точно так же Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля взялся охранять сунну пророка, его изречение и его жизнь. Потому что это является разъяснением священного Корана. Значит, если Аллах сказал, что Он не спасает Коран и охраняет его, это означает то, что Он охраняет все то, что связано с Кораном. Охраняет все то, посредством чего сохраняется эта книга. В первую очередь, это сунна пророка, которая разъяснила нам Коран правильно, как его понимать, и которая раскрыла нам многие подробности, вкратце упомянутые в Коране. Значит, сунна тоже сохранена. Точно так же Аллах будет хранить проповедь праведных ученых, учеников пророка, алейхиссалату вассалям, учеников его сподвижников, учеников сподвижников и их учеников, называемые табиины, последователи табиинов. Тоже Аллах будет делать в каждый век таких ученых, которые будут обязательно проповедовать истинную религию и указывать людям на путь блага. Поэтому, братья, остерегайтесь сектантов. Остерегайтесь сектантов, которые не руководствуются таким пониманием. Приходит тебе и читает аят, говорит: пойдем со мной. Видишь в нем признаки сектантства. Не ходит в мечети, не читает намаз в мечетях,
не слушается правителя, не держится джамаата, не придерживается вместе с мусульманами, а где-то отдельно, где-то собирается в тайне. Потом читает тебе аяты, как-то неправильно их толкует, не так, как толковали его сподвижники и те, которые последовали за ним. Потом некоторых из них, увидишься, взрывают себя, убивают других, стреляют в мусульман, убивают их. Это все сектантство, остерегайтесь этого не придерживался ни пророки, ни его сподвижники. Такой дороги они не придерживались. Поэтому нужно строго следовать за истинной религией. Это священный Коран и сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И истина будет до судного дня. Истина будет до судного дня. Автор потом здесь говорит, Аллах послал его ко всему человечеству и предписал всем джиннам и людям подчиняться ему. Аллах послал его ко всему человечеству и предписал всем джиннам и людям подчиняться ему. На это указывают слова Всевышнего: «Скажи, о люди, я посланник Аллаха ко всем вам». 158 аят суры Аль-А'раф. Автор хочет сказать то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не был послан только к арабам. Нет, он был послан к арабам и к неарабам. Был послан как к людям, так и джиннам. Всем абсолютно без исключения. На это указывает высказывание Всевышнего: «Скажи, о люди, я посланник Аллаха ко всем вам». Также есть многие другие аяты, как, допустим, 28 аят суры Саба: «Вама арсальнака илля каффатан линнас». Мы послали тебя абсолютно ко всем людям. Также 158 аят суры Аль-А'раф, который здесь привел автор. Или 28 аят суры Саба: «Вама арсальнака илля каффатан линнаси баширан ва надзира». Мы послали тебя абсолютно ко всем людям, чтобы ты был благовестником и увещевателем. И как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе, который приводится у имама Муслима: «Куллю набийин юб'ату иля каумихи хассатан, ва бу'исту иля куллин ахмара ва асват». Каждый пророк посылался только к своему народу. Что касается меня, то я был послан ко всем людям, и красным, и черным, вне зависимости от того, какая у него нация, какой цвет у него кожи, каким традициям он принадлежит. Вне зависимости от этого, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был послан ко всем, даже к джиннам, потому что Аллах в Коране сказал: «Вама арсальнака илля рахматан лил аламин». Мы послали тебя только в качестве милости для кого? Для миров. Кто такие миры? Это мир людей и мир джиннов. Это мир людей и мир джиннов. Посланник Аллаха даже сказал в одном хадисе: «Урсильту иляль инси валь джин». Я был послан ко всем людям и даже к джиннам. Автор говорит, что Аллах послал его ко всему человечеству и предписал всем джиннам и людям подчиняться ему, потому что подчиняться пророку, саллаллаху алейхи вассалям, дорогие мои, это все равно, что подчиняться самому Всевышнему Аллаху. На это указал 59 аят суры Ан-Ниса: «Ати'у Аллаха ва ати'у расуля ва улил амри минкум». Подчиняйтесь Аллаху и подчиняйтесь посланнику, а также обладателям влияния среди вас, то есть ученым и правителям. Подчиняться нужно обязательно. Кому? Пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Ошибка некоторых людей, которые блуждают в мраке невежества, говорят: «Почему ты мне рассказываешь арабские традиции? Вы несете религию Саудовской Аравии», некоторые говорят. «У нас своя религия». Нет такого. У тебя твоя религия, у меня моя религия. У всех религия одна. Бывает просто, братья, традиции разные. Традиции бывают разные. Понятно? Допустим, мы сейчас казахи, да? Мы казахи. У нас есть свои традиции. Когда женимся, когда собираемся в гостях, когда выдаем замуж, встречаемся. У нас есть свои традиции. Мы казахи и должны придерживаться этих традиций. У других национальностей тоже есть их традиции. Все должны придерживаться своих традиций. И никто не говорит, чтобы ты стал арабом. Но религия пророка, алейхиссалату вассалям, у всех одна. Все свидетельствуют «Ля иляха илlallah» и что Мухаммад Расул Аллах. Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Аллаха. К сожалению, некоторые люди не понимают этого. Поэтому казахи должны оставаться казахами, но будучи мусульманами, покорившись Всевышнему Аллаху, подчиняясь посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Почему? Потому что, как сказал здесь автор, или правильно отметил, Аллах приказал подчиняться ему во всем. Как жить? Ты должен обращаться к кому? Пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Далее автор говорит: Аллах усовершенствовал им свою религию, о чем свидетельствует высказывание Всевышнего, сура Аль-Маида: «Сегодня я усовершенствовал для вас вашу религию, довел до конца мою милость к вам и удовлетворился исламом как религией». Наша религия совершенна и не нуждается в дополнении. Не нуждается, чтобы кто-то приходил и добавил нам какой-то новый вид поклонения и сказал: вот это вот еще можешь завести в рай.
Такого не может быть. Почему? Потому что весь путь в рай, как мы с вами сказали, уже разъяснен полностью. В этом аяте и то, что здесь подчеркнул автор, опровержение двум группам людей. Первая из них – это люди, которые говорят, что ислам не всегда пригоден для людей. В каждое время он не может быть пригоден в каждом веке. Есть век, когда он был пригодным, а бывают такие времена, когда ислам не пригоден и не подходит к обществу. Сегодня мы живем в таком обществе, когда ислам не годится, некоторые из них говорят. Это заблуждение. Почему? Потому что наша религия полная, то есть охватывает все сферы жизни, всю деятельность человека и ни в коем случае не мешает ему жить, в какое бы время он ни жил. Разве ислам мешает жить человеку в 21 веке, в 20 веке? Не мешает ему жить. Почему? Потому что в нашей религии нет таких законов, которые делали бы человека нечеловечным или бы отделяли его от общества, в котором он живет. Нет. Все то, что соответствует фитре человека, есть в нашей религии. Соответствует его изначальному врожденному качеству и понятиям, с которым он был создан, есть в нашей религии. И наша религия приказывает только самое хорошее, самое правильное, самое нравственное, и все низкое, подлое, скверное запрещает наша религия. Поэтому это ошибочная фраза. Наша религия, она, хвала Аллаху, пригодна во все времена и для всех людей. И для всех людей она пригодна, хвала Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля. Она для всех без исключения. Вторая группа людей, которые являются сектантами, бидаатчиками. В этом аяте тоже опровержение для них. Кто такие бидаатчики, сектанты? Это те, которые вносят новшество в религию. В этом аяте опровержение им. Почему? Потому что они, когда вводят новшество, как будто бы тем самым хотят сказать, ваша религия не полна. Наша религия не полна, нужно сделать какое-то добавление туда. Как? Когда Аллах сказал, я усовершенствовал для вас вашу религию, довел до конца мою милость к вам и удовлетворился исламом как религией. Все, Аллах удовлетворился исламом как религией, которая была во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Теперь все то, что не было религией в его время, не может быть религией в наше время. Наша религия полная, Аллах усовершенствовал ее. Все, она совершенно не нуждается в никаких дополнениях. А когда ты делаешь какой-то бидаат, то есть новшество, как будто бы ты говоришь, вот еще то, что еще забыл пророк, саллаллаху алейхи вассалям. О, если бы они поразмышляли о последствиях вот этих вот дел. Если бы только они поразмышляли. Мы не нуждаемся, хвала Аллаху. Поэтому удивительно положение некоторых людей, которые придумывают всякие намазы новые, которых не было раньше намазов. Либо какое-то время, либо в каком-то количестве, на которых нет доказательства из Корана и Сунны. Удивительно. Где те намазы, которые узаконил пророк? Почему их не совершаете? Вкратце, наша религия полная, она не нуждается в дополнении. В этом аяте опровержение для них. Потом, что говорит автор? Потом говорит автор, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, скончался. И это подтверждается словами Всевышнего: «Воистину ты смертен, и они смертны, а потом, в день воскресения, вы будете припираться у своего Господа». 30-й аят суры Аз-Зумар. То есть пророк скончался, и это подтверждается словами Аллаха. Действительно, наш пророк умер, как сказал Всевышний, ты смертен, и они смертны. Наш пророк был смертен, то есть он, алейхи салату вассалям, умер. Почему? Потому что это закон Аллаха, что каждый человек, который живет на этой земле, умрет. Все равно умрет, сколько бы он здесь ни находился. После того, как донес религию самым совершенным образом, после того, как сделал то, что было на нем, передал, он скончался, то есть умер, саллаллаху алейхи вассалям. Как Аллах сказал тоже в другом аяте, в суре Аль-Анбия, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبَلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Никого из людей до тебя мы не делали бессмертным. Если ты умрешь, останутся ли они жить вечно в этом мире после тебя? Потом сказал, كُلُّ نَفْسٍ ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Каждая душа вкусит смерть, и мы непременно испытаем вас плохим, хорошим, чтобы проверить вас, и к нам вы все возвратитесь. Он скончался, саллаллаху алейхи вассалям, в последние дни месяца Сафар, также в начале месяца Раби'уль Ауаль, у него началась страшная болезнь, саллаллаху алейхи вассалям. И когда он болел, эта болезнь началась у него проявляться в болях в голове. И однажды он вышел к людям, саллаллаху алейхи вассаляма, с перевязанной головой.
поднялся на минбар, то есть поднялся на то место, где он проводил свои проповеди, восхвалил Всевышнего Аллаха, засвидетельствовал о единобожии Всевышнего, воздал ему хвалу. И первым было, с чего он начал, это просьба, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля простил всех мучеников, которые умерли в день Ухуда. После этого сказал: «Инна абдан мин ибадиллахи хайяраху Аллаху байна ан ю'тияху мин захратил хаяти дунья маша ва байна ма индаху фахтара ма индаху». Воистину, есть такой раб из числа рабов Аллаха. Аллах предоставил ему выбор между прелестями этого мира, все то, что он пожелает, и между тем, что есть у него из награды и наслаждения. И этот раб выбрал то, что имеется из наслаждений и прелестей у Всевышнего Аллаха. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, произнес эту речь, Абу Бакр понял, в чем дело, и сильно расплакался, и сказал: «О посланник Аллаха, да будут моя мать, мой отец, все мои родственники, все мое имущество и все наши души выкупом за тебя». Сильно расплакался. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аля рислика я Абу Бакр», не спеши, о Абу Бакр. Потом сказал: «Воистину, самый дорогой для меня человек, который сопровождал меня в этой жизни и помогал мне своим имуществом, это Абу Бакр. И если бы я, помимо своего Господа, мне было разрешено взять самого возлюбленного и близкого, то я взял бы непременно Абу Бакра. Однако нас объединяет только братство и любовь в исламе». То есть хочет сказать, саллаллаху алейхи вассалям, что искренняя, чистосердечная любовь, которая переполняет полностью все сердце, посвящена только одному Аллаху Субханаху ва Тааля и больше никому из творений. Потом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проводя эти дни вот так вот, болея, приказал Абу Бакру, чтобы он был имамом и совершал намаз вместе с людьми, и приказал людям, чтобы они становились позади него. Болезнь посланника Аллаха, алейхи салату вассалям, продлилась 13 дней. Когда же наступил понедельник 12 числа месяца Раби'аль-Ауаль, 11 года хиджры, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля забрал его душу к себе. И в этот день посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то есть в этот день, когда он умер, он открыл занавесу. Люди в этот момент стояли и совершали утреннюю молитву, фаджр молитву во главе с Абу Бакром. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, открыл занавесу и увидел их в этом положении. И когда мусульмане почувствовали то, что посланник Аллаха открыл и смотрит на них, очень сильно обрадовались. То, что увидели посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Особенно, когда увидели его лицо и сказали, как будто бы он был лист мусхафа, священного Корана, то есть сиял. Очень сильно обрадовались, что увидели посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и подумали то, что он сейчас выйдет к ним, чтобы провести намаз. Но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, им указал рукой, что оставайтесь на своих местах. Указал им рукой, оставайтесь на своих местах, и потом закрыл занавесу и лежал, саллаллаху алейхи вассалям. После этого начал испытывать предсмертную агонию. Что сделал? Клал руку в воду и вытирал свое лицо. И говорил: «Ля иляха илляллах, инна лиль маути сакарат». Нет божества, кроме Аллаха, воистину смерть приносит с собой агонию. Потом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, посмотрел в сторону неба и сказал: «Аллахума фир рафикил а'ля». «О Аллах, забери меня в наивысшее сонмище». Наивысшее сонмище. То есть: «О Аллах, забери меня к себе, поближе к твоим приближенным рабам». Умер посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда солнце в этот день взошло и осветило землю. То есть во время духа. Умер утром, рано утром. Умер как раз таки в тот день, в котором он зашел в Медину, саллаллаху алейхи вассалям. Конечно же, мусульмане сначала не поверили в это. Мусульмане очень сильно огорчились и не поверили в это. Кто-то из них не смог даже и слова произнести, потому что был поражен такой новостью. Кто-то из них не смог стоять, упал. И были среди сподвижников такие, которые вообще отрицали то, что он умер. Такие, как Умар ибн аль-Хаттаб. Новость была очень тяжелая для них. Когда же Абу Бакр узнал, то быстро зашел в дом Аиши, в котором умер посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, открыл его лицо, наклонился и поцеловал его несколько раз. И плача говорил: «О мой любимый, о пророк, о мой возлюбленный, воистину мы все принадлежим Аллаху, и к нему мы возвратимся. Клянусь Аллахом, умер посланник Аллаха».
потом вознесся на минбар за место посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, восхвалил Аллаха и сказал, а затем: воистину тот, который поклонялся Мухаммаду, пусть знает то, что Мухаммад умер, а тот, который поклонялся Всевышнему Аллаху, то воистину он живой и никогда не умрет. Потом прочитал 144 аят суры Али Имран, где говорится: «Вама Мухаммадун илля расулун кад халат мин каблихи русуль, афа иммата ау кутилян калабатум аля а'кабикум». Мухаммад всего лишь посланник, до которого были посланники. Если он умрет или будет убит, обратитесь ли вы вспять после этого? Как вы оставите религию, если он умрет? И все люди принялись очень сильно плакать. И тогда действительно поняли то, что пророк, алейхиссалату вассалям, умер. Потом они помыли его в его одежде. То есть его одежду не раздевали, алейхиссалату вассалям. Его же одежды помыли и обернули в 3 савана, то есть в 3 белых ткани. Потом люди прочитали джаназа намаз по очереди, без имама. Был он похоронен в ночь на среду, после того, как люди принесли присягу Абу Бакру, ради Аллаху ан. Слова автора здесь на что указывает? Указывает на то, что пророк скончался. Когда говорим «скончался», имеем в виду то, что душа покинула его тело, и он был погребен. В этих всех доказательствах опровержение кому? Опровержение тем людям, которые говорят то, что пророк жив среди нас, может приходить посещать нас, и мы будем просить у него. Это все является многобожием, это все является ширком, это все является неправильным. Никто этим недоволен. Ни пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ни Всевышний Аллах, ни все остальные мусульмане этим недовольны. Ни в коем случае этого нельзя допускать в шариате. Он скончался, он умер, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, когда говорим «скончался», имеем в виду, что он перешел жить куда? В барзах. Теперь у него жизнь, которую мы называем аль-барзах, то есть перешел в совсем другой мир, который ждет людей после смерти в могиле до наступления судного дня. И там он наслаждается самым лучшим видом наслаждения, с которым никто не может равняться, испытывает самые великие наслаждения. Но то, что он, саллаллаху алейхи вассаляма, там живет в барзахе, это не означает то, что люди должны приходить к нему на могилу и просить у него, потому что все люди живут после смерти в могилах. Все живут до судного дня, живут в другом мире, в другом измерении, либо наслаждаются, либо кто-то из них получает наказание. Поэтому Аллах Всевышний про них сказал, про некоторых своих рабов, которые попали в рай, что они наслаждаются где? В могилах. Баль ахяун инда раббихим. Что делают? Юрзакун. Они, говорят, живые, наслаждаются уделом, которое им Аллах дает там. Кто дает удел? Кто дает пропитание? Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля. Поэтому нельзя ходить к мертвым на могилу и у них что-то просить. Даже твердо, если ты веришь, что он живой. Мы верим, что они все живые, там не умерли. Мы верим в это, потому что смерть это не означает остановка окончательной жизни человека. Нет, он живет в другом измерении, в другой жизни, которую мы не сможем понять и которую мы не сможем увидеть. Понятно? Которую мы вообще не можем понять и не можем увидеть, и мы это не чувствуем. Но твердо верим в это, потому что это истина. Обращаться с просьбами нужно только к одному Всевышнему Аллаху субханаху ва та'аля. И ни в коем случае не ходить на могилу ни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, ни кому-то другому еще. Ни кому-то еще другому. Потому что это строго запрещал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и предостерегал от этого. И перед смертью, когда умирал, не раз предупреждал своих сподвижников. Говорил: проклятие Аллаха легло на иудеев и христиан, которые после смерти ихних пророков что делали? Создавали им изображения, и место там, где их погребали, превращали их в мечети. Проклятие Аллаха на таких людей, говорит. Для чего? Для того, чтобы пророка, саллаллаху алейхи, чтобы его могилу не превратить в место посещения, в котором бы люди поклонялись Аллаху субханаху ва та'аля. Потому что это может привести к многобожию. Что теперь ты можешь сказать тех, которые приходят на могилу для того, чтобы поклониться пророку, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы попросить у него, обращаться к нему с просьбами? Нет сомнения, что человек проклят. Проклят на устах пророка, алейхиссалату вассалям, и проклят он в священном Коране. И вышел он из религии ислам, и никакого отношения к пророку, алейхиссалату вассалям, он не имеет. Дальше автор говорит: люди после смерти будут воскрешены. Автор закончил 3-ю основу. И теперь хочет завершить свое послание некоторыми вопросами, которые связаны с предыдущими. А именно, хочет напомнить о вере в судный день, о вере в посланников и поговорить о тагуте, ознакомить мусульман с кем? С тагутом. Кто такой тагут? Это конец этого послания, и оно связано с предыдущим, потому что имеет отношение либо к последней основе, либо к этой религии в общем. Люди после смерти, говорит, будут воскрешены. Пророк, мы сказали, саллаллаху алейхи вассалям, умер. Так или не так?
И сказали сами, что Аллах сказал: ты смертен, и они смертны. Пророк, алейхиссалату вассалям, умер. И все люди тоже смертны. Люди умирают. Все знают, что люди умирают. Никто этого не отрицает. Никто не отрицает, что люди умрут. Какой бы он неверующий не был, какой бы он заядлый атеист не был, все знают, что люди умирают. Это никак нельзя отрицать. Но смысл не в этом. Смысл в том, чтобы человек уверовал в воскрешение или воскресение после смерти. Именно этот вопрос, в нем разногласят верующие и неверующие. Что Аллах возвратит истлевшие, рассыпанные в земле кости и тело человека. Заново воссоздаст их творение и поднимет их с могил в определенный день для того, чтобы погнать их на место расчеты и расплаты с ними. Рассчитаться с каждым, расплатиться за его дела, и чтобы после этого решить его судьбу в дальнейшем, где он будет находиться. В раю или в аду. Об этом говорит автор или хочет напомнить. Говорит: люди после смерти будут воскрешены. Всевышний сказал, привел 55-й аят сура Таха: мы сотворили вас из нее, то есть земли. В нее мы вас вернем, и из нее выведем еще раз. Человек сотворен из чего? Из земли. То есть первый человек. Основа создания человека возвращается к глине, к земле. В нее мы вас вернем. Когда умрешь, тебя закопают в могилу. Вернешься ты в землю опять. И из нее выведем еще раз. И опять ты встанешь оттуда. Аллах поднимет тебя заново. То есть в судный день. В это уверовать обязательно. Потом сказал, Всевышний также сказал: Аллах вырастил вас из земли, словно растение. Потом Он вернет вас туда и вновь выведет оттуда. 17 аят сура Нух. Потом говорит автор: после воскрешения люди будут отчитываться и получат воздаяние за свои деяния. Да, люди воскреснут и получат воздаяние за свои деяния. Как сказал Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля: «Яума яхруджуна минал адждафи сира'a кааннахум иля нусуби юфидун». В тот день они выйдут поспешно из своих могил, устремляясь словно к воздвигнутой цели. Также сказал в другом аяте: «Яхруджуна минал адждафи кааннахум джарадум мунташир». Они выйдут из своих могил, словно рассыпанная саранча, как рассыпанная саранча. Мухтиина иля да, устремляясь к глашатаю, то есть который призовет их, побегут к нему. Никто из них не сможет остановиться, никто из них не сможет сказать: я сейчас подожду, я сейчас не хочу, потом, куда вы меня несете, куда вы меня тащите. Ты будешь в шоке от своих ног, которые будут сами устремляться к глашатую. Ты будешь смотреть на свои ноги и говоришь: горе, куда ты идешь, куда бежишь? Все будут бежать туда, куда их призовут в этот день, чтобы расплатиться. В это ты должен уверовать. Эта вера обязательна. Почему автор упомянул этот вопрос? Потому что в его время некоторые люди перестали верить в это. В его время некоторые люди перестали в это верить. К сожалению, в нашем обществе, в котором мы живем, среди людей, которые считают себя мусульманами или говорят, что он мусульманин, тоже есть те, которые не верят в день воскрешения. Когда говорят, что он мусульманин, имеется в виду, что он казах. У нас мусульманин слово стали применять в качестве казаха. Думают, мусульманин это казах, казах это мусульманин. Нет, казах может быть атеист, казах может быть неверующий, казах может быть христианин, казах может быть самым далеким человеком от ислама. Точно так же, как мусульманин, не обязательно, чтобы он был казах. Бывает киргиз, таджик, русский. Некоторых таких престарелых людей я видел, они говорят: о, посмотрите, говорит, Корандар, говорит, посмотрите, орыстар, говорит, русские, говорит, в нашу религию заходят. Что это такое, говорит? Что это такое? Смотрите, говорит, они в нашу религию заходят. Думают, ислам для нас, а у них христианство. Это же наоборот хвала Аллаху, что люди заходят в религию ислам, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, был послан ко всем людям, а религии все отменились, потому что они исказились. И что Аллах так решил, что последняя будет религия, это религия ислам. Поэтому некоторые мусульмане сейчас удивительно себя ведут. Казахский знаешь? Казахский не знаешь, тогда ты не мусульманин. Как ты мусульманин на русском разговариваешь? Как ты мусульманин на кыргызском разговариваешь? Как ты мусульманин на английском разговариваешь? Как ты мусульманин на каком-то другом языке разговариваешь? Если на то дело пошло, он до на арабском разговаривает, потому что Коран-то на арабском был ниспослан. Поэтому пусть Аллах исправит всех мусульман. Поэтому пусть Аллах Субханаху всех исправит мусульман, и пусть они вразумятся. Следует читать Коран, изучать вот эти вот основы обязательно каждому. Что сейчас хочу сказать? Есть люди, которые тоже не верят в воскрешение в судный день. Среди мусульман, которые говорят, что они мусульмане в кавычках, есть такие, которые говорят, что после смерти наши души переселятся. Если душа была хорошая, следующая
хорошее тело переселиться. Если душа была плохая, переселиться в плохое тело. Кто-то из них боится, что его душа попадет к собаке, и он будет ходить в другой жизни, собака где-то. Кто-то в кошку. Это мнение, как говорят ученые, вообще никакого отношения к религии не имеет. Это элементарно должен знать каждый человек о том, что сейчас говорит автор, что люди будут воскрешены, и что все они встанут из моих могил после смерти, и будет каждому воздано за все его совершенные дела. Запрещено так говорить, потому что воскресение или воскрешение – это истина. Всевышний Аллах поведал, некоторые из аятов мы с вами прочитали, которые привел автор, точно так же Аллах во многих местах в своей книге привел логические доводы, возможность этого. Почему? Потому что некоторые многобожники не согласились с тем, что говорил им пророк, алейхиссалату вассалям, и стали противиться ему. Как один из них сказал: кто оживит кости, которые рассыпятся в прах или истлеют? Кто их соберет вместе? Были такие, которые спорили посланникам Аллаха, саллаллаху вассалям, говорили такие вещи. Аллах сказал: «Куль, скажи и ответь такому человеку», как приводится в суре Ясин. «Куль юхьиха аллади анша'аха ауаля марра, ва хуа бикулли халкин алим». Скажи, оживит их тот, который создал их в первый раз. Он ведает о каждом творении. «Аллади джа'аля лакум мина шаджарил ахдари наран, фа идha антум минху туqидун», который вывел для вас из зеленого дерева огонь, который вы разжигаете. Зеленое, субханаллах, дерево, которое можно считать мокрой природой или влажной природой, из нее Аллах вывел огонь, который относится к сухой, сжигающей природе. То есть как будто бы Аллах в этом аяте указывает на то, что Он может вывести из вещи совершенно другую, противоположную ей вещь. Понятно? Поэтому Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, который способен на это, Он способен воссоздать человека заново. На это указали многие аяты. Поэтому даже эта логике не подходит говорить то, что нету воскресения, нету судного дня. В Коране приводится, чтобы люди посмотрели, как Аллах Субханаху ва Тааля не спосылает дождь на оголенную, на которой нет растительности, землю. Не спосылает дождь, и потом ты видишь, начинает эта земля свисти, расцветать растениями. Замечаем мы это или не замечаем? Земля сухая, на ней нет растений, валяется труха, рассыпанная в прах. Все пожелтело, нет никакого признака жизни. А потом Аллах тебе посылает с небес воду, дождь, и ты видишь, как все расцветает. В этом логическое знамение для людей, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля способен воссоздать заново и возвратить уже истлевшие тела людей, которые хранятся в земле. Потому что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля оживляет их после того, как они умерли, точно так же, как оживляет землю после того, как не было на ней никакой признаки жизни. В этом в Коране упомянуто. Точно так же, как это не соответствует логически человеку. Чтобы люди жили вот таким вот образом. Кто-то праведный, кто-то неправедный, кто-то чинит несправедливость, тиран, кто-то ходит и соблюдает справедливость, относится к людям по-человечески. Логически несправедливо, чтобы этот человек умирал. И этот умирал, и потом ничего, конца, в котором бы расплатились каждому и воздали по заслуге другому, ничего такого подобного не было. Это логически никак не укладывается в голове. Поэтому на это тоже Аллах в Коране указал. Сказал Всевышний Субханаху ва Тааля: «Ам хасиба аллазина джтараху ссайиати, ан надж'алахум каллазина аману ва амилу ссалихат, саваан махьяхум ва маматухум, саа ма яхкумун». Разве полагают те, которые совершают грехи, что мы сделаем их, как тех, которые уверовали и совершали благие деяния, ихнюю жизнь и ихнюю смерть одинаковой, без изменений? Плохо вы рассуждаете, Аллах говорит. Плохо судите. В другом аяте говорит: «Ам надж'алу аллазина аману ва амилу ссалихати каль муфсидина фил арды, ам надж'алу аль-муттакина каль фуджар». Разве мы сделаем тех, которые уверовали и совершали благие деяния, равными и похожими и подобными тем, которые распространяли нечестие на земле? Или как мы можем сделать богобоязненных, как грешников? Этого не может быть, чтобы все были равными. Все прожили в этой жизни, умерли и все. Все равняются. Нет, обязательно должен быть такой день, где с каждым рассчитаются и где каждому воздастся за то, что он делал. Точно так же один из логических доводов, упомянутых в Коране, это чтобы человек поразмышлял, что тяжелее, то есть в твоей голове, в твоем сознании, что тяжелее? Создание этого творения, которое является великим по своим размерам, по своей
объемом, небеса, земля, все это вместе. Или просто тело человека. Логически у тебя в голове что труднее, что намного больше? Создание, конечно, небес, земли, все то, что между ними и в них. Для Аллаха нет такого понятия тяжелее, легче, но это Аллах в Коране привел для того, чтобы человек смог понять, что логически это не трудно для Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Поэтому вообще нельзя отрицать это. На это указал автор и говорит, после воскрешения люди будут отчитываться и получать воздаяние за свои деяния. Что будет после воскрешения, дорогие братья? Люди будут отчитываться и получать воздаяние за свои деяния. Об этом сказал Всевышний. Привел 31 аят суры Ан-Наджм. Аллаху принадлежит то, что на небесах и то, что на земле, дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро наилучшим, то есть раем. И каждый, кто считает ложью воскресения, является кафиром, то есть неверующим. На это указывает высказывание Всевышнего. Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи, напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко. 7 аят суры Ат-Тагабун. Каждый воскреснет и будет отчитываться за свои дела, потому что этот день – день расчета, когда Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля будет отчитывать свои творения. И в этот день люди поделятся на 3 группы. Среди них будут те, над которыми вообще не будет произведен никакой расчет, которые попадут в рай просто так, без расчета и наказания. Сообщил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, будут в моей общине 70 тысяч людей, которые зайдут в рай без расчета и наказания. Кто эти 70 тысяч? Это те, которые усовершенствовали свое единобожие и были самыми правдивыми, самыми любимыми рабами Аллаха, которые в действительности показали на делах, как сильно они привязаны к Аллаху Субханаху ва Тааля, и как сильно они на Него уповают, и как к Нему только прибегают. Вторая группа людей – это те, над кем будет произведен расчет, но незначительно, коротко, недолго. Будет заключаться в чем? Будет заключаться в следующем. Аллах Субханаху ва Тааля просто покажет ему его дела, представит ему его дела и не будет спрашивать с него за них. После того, как раб согласится и признает свои грехи. Аллах ему скажет, разве ты не делал такой-то грех в такой-то день? Почему ты сделал это тогда-то? Почему ты поступил так-то? Он скажет, признаю, о Аллах, я это сделал. Тогда Всевышний скажет, я скрывал это в мирской жизни, когда ты был в дуне. Сегодня я их тоже скрою. Заходи в рай. Называется расчетом, но этот расчет легкий он и недолгий. С него не буду спрашивать. И он будет счастливчиком, про которого Всевышний Аллах сказал, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Тот, кому дарует его книгу с записями его дел в правую руку, с ним рассчитается легко и недолго. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. И он возвратится к своей семье ликующим от радости. Но третья группа людей – это те, с кого Аллах спросит и отчитает. Не просто покажет дела и заставит подтвердить их. Нет, а спросит, будет отчитывать и накажет его за это. Тот, кого потребует отчитываться в судный день, тот будет наказан, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе, который приводится со слов Аиши в Сахих Аль-Бухари и Муслиме. В этот день будут установлены справедливые весы, где будут взвешиваться дела всех людей. Если чаша благих дел перевесит, попадет в рай, а если нет, то попадет в огонь. То есть в это следует уверовать каждому человеку. А именно, что человек с ним будет рассчитываться в судный день. И это урок для каждого, братья, чтобы готовился к этому дню. Никогда ты не должен забывать об этом дне великом, в котором ты возвратишься, и тебе придется отчитываться перед Аллахом Субханаху ва Тааля за все содеянные твои деяния. До каких пор мы будем с вами беспечны и отвлекаться от изучения нашей религии? Почему люди до сих пор 3 основы не изучают? Почему люди не заботятся о своей жизни, подготавливая себя к могиле, где будет спрошено об этих 3 основах? Каждый день ты в суре Аль-Фатиха на намазе что читаешь? Как сами здесь встречали с шейхом. Что сказал? Суру Фатиха сколько раз читаем в день? 17 раз читаем. Это просто фарз, без дополнительных намазов. Просто фарз. 17 раз ты читаешь эту суру в своих намазах, и каждый раз говоришь «Малики яумиддин». Хвала Аллаху. Кому? «Малики яумиддин». Властелину дня судного. Каждый день на намазе ты вспоминаешь, что есть такой день, он будет судным, где будет тебя судить, отчитывать
И властелин, который будет распоряжаться и выносить приговор, только один, это Аллах, Табарака ва Тааля, которому ты должен поклоняться и кого ты должен познавать в этой жизни. Каждый день ты читаешь это. Для чего? В чем мудрость этого? Чтобы это не расставалось с твоим сознанием, чтобы это не покидало твою голову. Ходишь, работаешь, занимаешься мирскими делами, время намаза пришло, говоришь Аллаху Акбар, отстаешь на намаз, читаешь Альхамдулляхи Раббил Алямин, Ар-Рахман Ар-Рахим, Малики Яумиддин, властелину дня судного. Но некоторые еще до сих пор пятикратный намаз не совершают. Для них нет такого понятия 17 раз Фатиха, 15 раз Фатиха, 2 раза Фатиха в день. Самый приближенный из них перед сном читает суру Аль-Фатиха. Надо совершать пятикратный намаз. Надо готовиться к этому дню. Аллах будет производить расчет. Мы сами сказали, уже будучи в могиле, ты будешь спрошен. И я вам хочу сказать, раз уж автор здесь упомянул вопрос расчета в судный день, и что люди будут воскрешены в судный день, что эти 3 основы, которые мы с вами изучаем, эти 3 основы, ты будешь спрошен о них в могиле и повторно будешь спрошен о них в судном дне. Доказательством на это являются слова Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. В суре Аль-Касас Аллах говорит: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. В тот день Он вас зовет к ним и скажет. Кто вас зовет? Аллах. Аллах всех соберет в судный день и скажет им: где же мои сотоварищи, о существовании которых вы предполагали? Где они? Ты поклонялся Ахмад Ясауи? Ты считал, что он мой сотоварищ в этом праве, в праве обожествления, что можно к нему обращаться с просьбами. А это только исключительное право Аллаха. Просить только у Него нужно, прибегать к Нему только нужно, любить только Его надо, бояться только Его надо, уповать только на Него надо, просить пропитание и так далее только у Него надо. Ты это не посвятил Аллаху. Ты ходил на могилы и посвящал это мертвым. Вот тебе Аллах задаст такой в судный день вопрос. Скажет: где этот твой сотоварищ, которым ты считал сотоварищем, но он не был моим сотоварищем никак, потому что он не участвовал в создании небес и земли, он не имеет никакой власти в этом мире и не обладает никаким правом на обожествление и поклонение. Где он? Покажи, призови его. Сможет он сейчас тебе помочь? Где он? Ты предполагал всего лишь. Дальше говорит Аллах: قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَ يَعْبُدُونَ. Тогда те, относительно которых подтвердилось слово о наказании, скажут: Господь наш, вот те, которых мы ввели в заблуждение. Мы ввели их в заблуждение, потому что сами были заблудшими. Мы отрекаемся от них перед Тобой. Не нам они поклонялись шайтану. وَقِيلَ أُدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ. Дальше говорит Аллах: им скажут: призовите своих сотоварищей, позовите, где они? Они призовут их, но те не ответят им. Почему? Потому что Малики Яумиддин. Власть сегодня принадлежит кому? Только одному Аллаху. Они призовут их, но те не ответят им. И тогда они узреют наказание. О, если бы они следовали прямым путем. То есть будут сожалеть, очень страшно, скажут: о, если мы шли по прямому пути. Потом Аллах говорит, Субханаху ва Тааля: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. В тот день Он вас зовет к ним и скажет: смотрите, второй вопрос. Что вы ответили посланникам? Вторая основа. Что вы ответили посланникам? К вам приходили посланники, призывали вас к Аллаху. Как вы отреагировали? Что вы ответили им? فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. В тот день известия будут сокрыты от них, и они не будут расспрашивать друг друга. То есть в тот день у них не будет довода и не будет ответа. Расспрашивать друг друга не будут. Не будут говорить: знаешь ответ на этот вопрос? Как ответить сейчас? Не сможет. Почему? Потому что нет толкового ответа. Они не найдут правильного ответа на этот вопрос, и никто не поможет им выдержать суровый экзамен. Безусловно, обрести спасение смогут только те, кто даст явный и правильный ответ на этот вопрос. Значит, первый вопрос о чем был? О единобожии. Второй вопрос о чем был? О посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи. Первый вопрос был: кто твой Господь? Кому ты поклонялся? Второй вопрос был: кто твой посланник? Как ты ответил посланнику? Как ты отреагировал на его призыв? Вот они, 3 основы. Тоже будет спрошен судный день. Поэтому известный толкователь Корана Ибн Кафир, мы, кстати, приводили уже его толкование, известный толкователь Корана Ибн Кафир говорит: эти вопросы полностью соответствуют и похожи на те вопросы,
которые будут заданы человеку в могиле. Кто твой Господь, кто твой пророк и какая твоя религия. Что касается верующего, то ответит, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад его раб и посланник. Что касается неверующего, то скажет: я не знал. Точно так же и здесь сейчас судный день не будут ничего знать. И не будет у них другого ответа, кроме молчания. Почему? Потому что тот, который в этом мире был слеп, таким же и слепым будет в последней жизни, даже намного больше в заблуждении. Поэтому до каких пор мы будем оставлять изучение 3 основ? Когда впереди нас ждет могила, а после могилы ждет намного страшнее зрелище и намного ужаснее событие, а именно судный день. До каких пор будем откладывать это все? Нужно сейчас отчитать самих себя прежде того дня, когда наступит он, чтобы отчитать тебя. Тогда будешь сожалеть, но твои сожаления не принесут никакой пользы. Поэтому второй праведный халиф, выдающийся сподвижник посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Умар ибн аль-Хаттаб сказал, как это приводит имам Ахмад в своем сборнике хадисов и имам ат-Тирмизи с достоверным иснадом. Что сказал? Сказал: «Айюхан нас, хасибу анфусакум, кабля ан тухасабу». О люди, отчитывайте самих себя, пока не наступил тот день, в котором вас будут отчитывать. Ты лучше сейчас себя отчитай, пересмотри свое положение, что ты не сделал, чтобы сделать, что ты сделал, чтобы вновь этого не делать. Сейчас, говорит, отчитай, прежде чем наступит день, в котором тебя будут отчитывать. «Вазинуха кабля ан тузану». И взвесьте свои души, пока вас не взвесили. Ты взвешай себя в этой жизни, пока тебя не будут взвешивать в судный день. И в соответствии от этих весов будет расплата. Потом говорит: «Ватазайяну лиль ардиль акбар, яума ла тахфа минкум хафия». И украсьте себя для великого дня, когда вы предстанете перед Аллахом, и никакая тайна не останется для Него сокрытой. Украсьте себя в этот день. «Фаиннама яхиффуль хисабу яумал киямати, амман хасаба нафсаху фид дунья». Воистину расчет, судный день будет легким для тех, который отчитал самого себя в этом мире. Поэтому, дорогие мои братья, вот наша душа, пока она в нашем теле, давайте отчитывать ее. Потому что наша душа, как упомянул Аллах в Священном Коране, имеет 3 качества. Душа, обретшая покой, душа, попрекающая, и душа, повелевающая зло. Вот 3 качества души, которые Аллах упомянул в Коране. Нужно стремиться, чтобы наша душа обрела покой и чтобы была попрекающей. Как понять обретшая покой? Как сказали ученые, обретшая покой 3 основами, которая обрела спокойствие, познав своего Господа, познав Его религию и познав пророка кого? Пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Душа, которая изучила эти 3 основы, которая удовлетворилась и довольна Аллахом как Господом, исламом как религией, Мухаммадом как пророком, саллаллаху алейхи вассалям, воистину она обрела покой. Она почувствовала великое блаженство и наслаждение. И теперь она жаждет встречу с Аллахом, субханаху ва та'аля, и тоскует по встрече с Ним, чтобы оказаться из преуспевших. Или хотя бы стремиться к тому, чтобы наша душа посредством этого отчитывания и расчета была попрекающей, постоянно упрекала нас, постоянно попрекала нас, постоянно осуждала нас. Если сделаем благое, чтобы попрекал нас, почему? Побольше не делаешь благого. А если сделаем плохое, чтобы осуждала и говорила: почему ты это сделал? Давай побыстрее покайся. Почему ты до сих пор блуждаешь в заблуждении? Почему ты до сих пор совершаешь бид'ат и новшества в религии? Почему до сих пор не изучаешь 3 основы? Вот что означает попрекающая, упрекающая, осуждающая душа. Но ни в коем случае не доводи свою душу до степени, приказывающей зло. Потому что душе, собственно, приказывать зло, как Аллах сказал в Коране. Будет приказывать тебе зло, собьет тебя с прямого пути, собьет тебя с дороги и пути познания Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, и ты будешь идти по пути заблудших людей. Нужно готовиться, братья. Далее автор говорит, упоминает следующее, что нужно знать. В конце своего послания Аллах посылал всех посланников, которые радовали верующих благой вестью и предостерегали неверных. Аллах всех посланников посылал с такой целью, чтобы увещевали, радовали благой вестью и предостерегали неверных от наказания. Об этом сказал Аллах Всевышний: мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей
не было никакого довода против Аллаха. То есть, чтобы завтра не сказали, ты нам не послал посланников. Как мы сможем узнать, как тебе нужно поклоняться? Как мы можем узнать, что такое единобожие? Ты нам не послал посланников. Чтобы завтра такого разговора не было, Аллах посылал посланников очень много. Кто из них был первым, а кто из них был последним? Это важная часть, кто тоже должен это знать. Первым из посланников был Нух, алейхиссалям, а последним Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах создал Адама, прошло очень много времени, люди жили прекрасно. Поклонялись одному единственному Господу, который создал их. Но потом возникло многобожие, распространился ширк. Кто подтолкнул их на это? Иблис, шайтан, дьявол. Жили праведники, которых, кто скажет, как звали? Их звали Уад, Суа, Ягуз, Яук и Наср. Они были праведниками. Когда они умерли, это очень сильно опечалило людей. Великое горе постигло людей в то время. Тогда шайтан воспользовался этим моментом. Подошел к людям и сказал: изобразите их на картинках. Потом повесьте эти картинки на собраниях, где вы будете собираться. Потому что, когда вы будете видеть их, вы будете вспоминать, какие они были праведные, и приобретать новые силы для поклонения. Это будет вас ободрять, когда вы будете видеть их картинки. Такую идею подкинул им кто? Дьявол. Они сделали это. Потом те люди, которые знали, для чего эти картинки висят, умерли. Ученые тоже умерли. Появилось новое поколение. К ним пришел дьявол и сказал: ваши предки поклонялись этим изображениям. И люди стали поклоняться этим изображениям. Ученые умерли. Вот след, вот результат, если не будет ученых, которые будут предостерегать, напоминать. Тогда это впервые возник ширк на этой земле. На этой земле впервые после Адама возник ширк. Через чрезмерного возвеличивания кого? Праведников. Посмотрите, как первая причина возникновения ширка на земле было чрезмерное возвеличивание праведников. Как раз таки сегодня некоторые чрезмерно возвеличивают некоторых праведников, предостерегаемых от этого всегда. Тогда Аллах посылает к ним кого? Нуха, который призывает их к единобожию и возвратиться к Аллаху, и не поклоняться этим картинкам, чтобы они возвратились на религию их первого отца Адама, алейхиссалям. Однако они упрямствовали, не принимали, возгордились. И что сказали? Сказали: «Вакалу ла тазарунна алихатакум, ва ла тазарунна ваддан, ва ла суаан, ва ла ягуса, ва яука, ва насра». Они сказали: ни в коем случае не оставляйте ваших божеств. Не оставляйте ни Вадда, ни Суваа, ни Ягуса, ни Яука, ни Наср. Никого из них не оставляйте. Поэтому нужно избегать изображений. Поэтому наш шариат запретил создавать изображения, запретил статуэтки, запретил истуканов, запретил картины живых существ. Почему? Потому что все это приводит к многобожию. Все это приводит к многобожию. Следует мусульманинам избегать это. Следует мусульманинам избегать это. Значит, Нух, говорит автор, был первым пророком. Последним был кто? Последним был, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Он является последним, и ты должен в это верить, что после него уже не будет пророков. И как Аллах в Коране сказал: «Ма кана Мухаммадун аба ахадим мир риджаликум, валякин расул Аллах ва хатаман набийин». Мухаммад не был отцом кого-то из вас. Однако он был посланником Аллаха и печатью всех пророков. Печатью всех пророков, то есть последним из всех пророков. Он был последним из всех пророков. После него уже не будут пророки и не будут посланники. Говорит автор, он является печатью всех пророков. О том, что первым посланником был Нух, свидетельствуют слова Аллаха: «Воистину мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху и пророкам после него». Значит, он первый. В чем состояла цель ихних призывов? Весь ихний призыв, начиная от Нуха, кончая нашим пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, в чем заключался смысл, какой был? Говорит автор, каждой общине Аллах посылал посланников, начиная с Нуха и кончая Мухаммадом, повелевая им поклоняться одному Аллаху и запрещая им поклоняться Тагуту. На это указывает высказывание Всевышнего: мы отправили каждому народу посланника. Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь Тагута. Вот была какая цель всех пророков и всех посланников. Чтобы все поклонялись Аллаху, субханаху ва та'аля, и сторонились Тагута. Тагут, называй его всех, кому поклоняется вместо Аллаха. Называй как Тагут. Попозже мы сейчас более подробно поговорим о Тагуте. Все они приходили и говорили: поклоняйтесь одному Аллаху, возвращайтесь к Аллаху,
Предайтесь только Ему одному. Обожествляйте только Его одного. Слушайтесь нас. Вот такая у них была цель. Тот, который последовал за ними, считается единобожником. А тот, который откажется, считается, братья, неверующим человеком. Мы отправили каждому народу посланника: поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута. Ты должен знать, что такое тагут и кто такой тагут. Для чего? Для того, чтобы ты смог избежать этого. Раз Аллах в Коране упомянул тагутов, значит, ты должен знать, кто такие тагуты и что нужно сделать, чтобы избежать их. Аллах в Коране ведь упомянул тагутов. Как здесь автор привел аят: «Валакад ба'атна фи кулли уммати расулян, ани ибуду Аллаха ваджтанибу тагут». Мы посылали каждому народу посланника: поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь кого? Тагута. Так кто такой тагут? Что такое тагут? Сейчас автор объяснит нам. Говорит: Аллах предписал всем своим рабам проявлять неверие в тагута или в тагутов и уверовать в Аллаха. Ибн Аль-Кайим, известный ученый, да смилостивится над ним Всевышний Аллах, сказал: тагутом называется каждый, в отношении которому раб переходит границу дозволенного, кому поклоняются, или за кем следует, или подчиняются. Раб, есть определенные границы, нельзя их переходить, нельзя за них выходить. Аллах их установил и запретил их пересекать. А когда перейдет, будет считаться тагутом. От слова тага в арабском языке указывает на что? Какой-то переход, какое-то переборщение, перелив какой-то перелив, выход за какой-то предел, за какую-то границу. Все это называется на арабском как тага. Отсюда взято слово тагут. Это тот, в отношении которому раб переходит границу дозволенного. Кому поклоняются, или за кем следует, или подчиняются. Или за кем следует, или кому подчиняются. Потом сказал: тагутов много, и основными являются 5. Тагутов и очень много. Возьми основных из них. Первый – это Иблис, да будет на нем проклятие Аллаха. Иблис – это дьявол, шайтан. От слова абляса – разочароваться. Он разочаровался и отчаялся в милости Аллаха. Поэтому его назвали или прозвали Иблис. Да будет на нем проклятие Аллаха, то есть он проклят. И он самый главный тагут. Самый главный из них он. Это самый главный, в отношении которого раб перешел границу дозволенного. Ему поклоняются, за ним следуют и ему подчиняются. Но наступит судный день, он отрекется от людей, оставит их без помощи. Как Аллах в Коране сказал: «Вакаля шайтану, лямма кудия аль-амру, инна Аллаха ва'адакум ва'даль хакки, ва ва'адтукум фа'ахляфтукум». Когда дело уже будет решено, когда наступит судный день, люди воскреснут и пристанут, дьявол скажет, шайтан скажет, Иблис скажет: воистину, обещание Аллаха было истиной. Я вам тоже обещал, но я нарушаю свои слова. Сегодня я не смогу выполнить своего слова. Я обещал вам. Обещание Аллаха оказалось истиной. А сегодня все. Я нарушаю свое слово, потому что Малик яумиддин. Власть сегодня одному Аллаху субханаху ва та'аля. Один Аллах будет сегодня решать, выносить приговор, судить между рабами. Власть вся будет в его руках. Обещание Аллаха было истиной. А я сегодня нарушаю своего обещания. Но когда-то, да, обещал вам когда-то. В этой жизни шайтан обещает людям: сделай так, будет так. Пойди туда, будет так. Сегодня слухи, услышишь много слухов. Мы ездили в Туркестан, наш сын излечился, я стал богатым, всю жизнь не мог вылечить своего ребенка. Поехал в Туркестан, теперь он излечился. Ходят такие слухи, люди нанимают автобус и едут в Туркестан. Приходят туда и взывают к тому, который лежит там. Шайтан обещал им. Возможно, они получат то, что хотят. Не потому, что Ахмад Ясауи ответит на их просьбу, а потому, что Аллах даст. Потому что никто не способен излечить твоего ребенка, обогатить тебя, уберечь от зла, оградить от зла или убрать зло, если посилило тебя. Никто на это не способен, кроме Аллаха, как мы с вами говорили. Но Аллах сможет это сделать после того, как ты поедешь на Туркестан, чтобы еще глубже ввести тебя в заблуждение, завлечь тебя. Потому что ты наглец, потому что ты нахал, ты оставил Коран в сторону, отбросил его за спину и начал верить всяким слухам и ездить туда, где одни дьяволы собрались. Вот таким негодяям по заслуге воздано за их дела. Самое худшее наказание – это то, что Аллах даст ему то, что он просит на этой могиле. Это самое лучшее наказание ему. Почему? Потому что он будет думать то, что это благодать, которая ниспослана возле этого мавзолея. Потому что Ахмад Ясауи им это дал. Или этот мавзолей стал причиной, или эта могила стала причиной.
Это самое наихудшее наказание, которое можно себе представить. Почему? Потому что Аллах этим еще глубже тебя ввел в заблуждение, чтобы ты умер на этом. А когда умрешь, уже попадешь в огонь, никогда туда не выйдешь, потому что ширк, многобожие, Аллах не прощает. Посмотрите на него в судный день. Я, говорит, вам обещал, но сегодня я вам не смогу свои слова выполнить. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. У меня не было над вами никакой власти. Я всего лишь позвал вас, и вы подчинились мне. Подчинились мне. Вот тагут, которому подчиняются, и переходят границы, в отношении которого. Я всего лишь вас позвал, и вы подчинились мне. Подчинишься ему, ты следуешь за тагутом, ты поклоняешься тагуту. فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Сегодня вы меня никак не порицаете, а самих себя вините. Сами себя вините, вы сами выбрали этот путь, потому что обещание Аллаха оказалось истиной, то есть обещание Аллаха вам читалось, Коран был ниспослан, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассаляма говорил, вы сами отбросили в сторону эту дорогу, обещание Аллаха вы сами его не выбрали, не последовали. Поэтому сегодня меня не вините, а самих себя вините. Ма ана бимусрихикум, ва ма антум бимусрихи. Сегодня вы мне ничем не сможете помочь, и я не смогу вам оказать никакой помощи. Вот такой диалог состоится в судный день, как это поведал нам Всевышний Аллах в 22-м аяте суры Ибрахим. Значит, шайтан тагут, которому поклоняется, которому подчиняется. В этом аяте ему подчиняются, Аллах говорит. А в суре Ясин, в 60-м аяте, Аллах говорит: «Алям а'хад илейкум, я бани Адам, алла та'буду шайтан, иннаху лакум адуввум мубин». Разве я не приказал вам, о дети Адама, чтобы вы не поклонялись дьяволу, шайтану? Воистину, он для вас явный враг. Воистину, он вам является явным врагом. О да, Всевышний Аллах приказал на это, но, к сожалению, многие люди не послушались Всевышнего Аллаха и стали поклоняться ему. Значит, он первый, самый главный тагут, которого следует остерегаться. Потом говорит, тот, кому поклоняется, и он доволен этим. Любой, которому поклоняется, и он доволен этим. Вот это вот исключение, оно важно. Потому что есть праведники, которые недовольны этим. Пророки, даже пророкам поклоняются. Ангелам поклоняются, но пророки недовольны. Ангелы тоже недовольны, праведники тоже недовольны. Некоторые приходят на могилу пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, просят у него что-то, прибегают к нему за помощью, да? Обращаются к нему. Пророк, саллаллаху алейхи, всю жизнь этого предостерегал. Пророк недоволен. Иисус, Иса ибн Марьям, Иисус, сын Марьям, великий пророк, самый последний пророк Бану Исраиля, сынов Исраиля, всю жизнь призывал к поклонению единому Аллаху, но после его смерти его сделали божеством христиане. Иисус недоволен этим. Понятно? Никто не доволен этим, поэтому это очень важно знать, что недовольны этим праведники. Тот, кому поклоняется, и он доволен этим. А если будет доволен, то да, тогда уже будет тагутом. Некоторые из них, валь-ияду билля, при жизни довольны этим, и после смерти советуют приходить им на могилу. Как это делают некоторые шейхи, машайху торок называют их. Шейхи суфийских тарикатов. Есть такая секта, их называют суфисты. У них есть тарикаты, а слово тарика, то есть дорога, путь. Зайдешь в суфизм, не жди там одного прямого пути. Там много путей, но они еще и заблудшие. Тарика Нахшбандия, Сахравардия, тарикат такого-то шейха. Ты должен дать присягу такому-то учителю. Этот учитель, ты через него выходи на Аллаха. Понятно? Называют машейху торок. Некоторые из них, что говорят? Когда я умру, приходите ко мне на могилу, я все ваши вопросы буду решать после смерти. Вот как раз таки и про них сейчас говорит автор в 3-м виде тагутов. Говорит, тот, кто призывает людей к поклонению ему, они тоже сюда относятся. К ним тоже относится фараон. Фараон, которому был послан Муса. Что сказал? «Ана раббукумуль а'ля». Я ваш высочайший Господь. «Ма алимту лакум мин иляхин гайри». Другого божества, кроме себя, я, говорит, не знаю. Хорошо ты сказал, что он не знает. Верующий знает, альхамдулилля. Хорошо сказал, что он не знает. Ученый говорит, посмотрите, говорит, на богобоязненность в кавычках фараона. Он по-любому знает, что Аллах творит, потому что он-то как будет о себе думать, то, что он управляет солнцем или луной? Он же о себе такое не может возомнить. Он чувствует, знает в душе, что Аллах творец. Но сказали, хорошо, что он, говорит, проявил хоть какую-то богобоязненность, сказал, что не знает. Но есть тот, который знает. Муса знал, пришел и призывал, но он возгордился. И является тагутом, предводителем тагутов, который призвал к поклонению себе и сказал, «Ана раббукумуль а'ля». Я ваш высочайший Господь. Или как шейхи турок, тарикатов, как мы вам сказали. Между ними и фараоном нет никакой разницы. Потом говорит, кто заявляет о знании чего-нибудь из сокровенного, гайб. К ним относятся гадалки,
колдуны и им подобные, которые говорят о будущем. Что в будущем будет так у тебя, в будущем будет так. Будущего никто не знает, кроме Аллаха. Сокровенным этим знанием обладает только Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля. Как Аллах в Коране сказал: «Куль ла я'ляму ман фис самавати вал ардил гайба илля Аллах». Скажи, никто на небесах и никто на земле не ведает сокровенного, кроме Аллаха. Только один Аллах знает. «Ва индаху мафатихул гайби ла я'лямуха илля ху». У него ключи к сокровенному. Их знает только Он один, только Он Аллах. Сокровенно то, что скрыто в будущем, и о ком никто не знает, кроме Аллаха. Аллах то, что будет в будущем, открывает некоторым из своих посланников, чтобы они предостерегали и говорили то, что случится в будущем. Но это знание у пророков откуда? Скажи мне, откуда? Это ему Аллах открыл. А так пророк, то иной, не знает будущего и не знает сокровенного. Как Аллах в Коране сказал: «Алимул гайби, фаля юдхиру аля гайбихи ахада». Знающий сокровенное только Аллах, Он не дает знать об этом никому, илля маниртада мир расулин, кроме некоторых посланников, кем Он доволен, фа иннаху яслюку мин байни ядайхи ва мин хальфихи расада. Воистину, впереди и позади них ходят охраняющие ангелы, которые охраняют их. Поэтому это исключительное качество Аллаха. И тот, который возомнит о себе, что он знает, что есть в будущем, является тагутом, кого следует избегать, и будешь ты кафиром, неверующим, если поверишь ему и будешь ходить к нему. Потому что это только качество Аллаха, нельзя продавать ему сотоварищей в этом качестве. Понятно или непонятно? Потом говорит: и тот, кто выносит решение не в соответствии с тем, что не спасал Аллах. Аллах, субханаху ва та'аля, Он тот, который выносит решение. Он тот, который судит, Он тот, который распоряжается в этом бытие. Только в Его праве выносить решение. Он точно так же, как управляет в этом мире, Он единственный, который, субханаху ва та'аля, приказывает, делает дозволенным, делает запретное, запрещает. Только один Аллах, субханаху ва та'аля, делает это. И ты за этим должен обращаться, за судом должен обращаться только к Нему одному, субханаху ва та'аля, и больше никому. Для тебя никто не должен решить твой вопрос, кроме Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля. Как Аллах в Коране сказал: «Алам тара иля аллазина яз'умун аннахум аману бима унзиля илейка ва ма унзиля мин каблика юридуна ан ятахакаму иля тагути ва кад умиру ан якфуру бих ва юриду шайтану ан юдиллахум далалан баида». Разве ты не видел тех, которые утверждают на языке, что они уверовали в то, что было ниспослано тебе, и в то, что было ниспослано до тебя, что они хотят возвращаться за судом к Тагуту, чтобы он решил их вопрос, вынес решение, в то время как Аллах приказал не веровать в него. В то время как Аллах приказал не веровать в него. Обязательно для тебя должен быть один источник решения вопросов. Это книга Аллаха и сунна пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Во всех вопросах твоей жизни. Не только в вопросах прения, разногласия, которые возникают между двумя человеками в вопросе имущества или каких-то других вопросах. Нет, не только суд в этом понимании, а во всех вопросах твоей жизни. В твоем вероубеждении, в твоем поведении, в твоих обычаях и традициях и так далее. Потому что Аллах в Коране сказал: «Вама хталяфтум фихи мин шейин фахукмуху иляллах». Любой вопрос, в котором вы будете расходиться во мнениях, решение его остается за кем? За Аллахом. Решение всех вопросов. В этот аят говорят ученые, любой вопрос имеется в виду все вопросы твоей жизни. В первую очередь, говорят, вопрос твоего вероубеждения. Чтобы знать, во что веровать и как веровать, ты должен обращаться в этом вопросе к кому? К Корану и сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Есть люди у нас, которые пекут шильпек в четверг или в пятницу, выберут день, пекут шильпек и говорят: в этот день наш дом посещает души наших умерших предков. Маша Аллах. Мы скажем: откуда вы это взяли? Очень дурно пахнет, приводит к многобожию, пахнет язычеством. Откуда это взяли? Будешь с ними общаться, поймешь, что это сказки древних людей, откопанных, вынутых из книг язычников. И какого отношения не имеет к религии ислам. Вот здесь мы им скажем: вы в этом вопросе приняли сами решение. Или приняли решение ваши предки, или какие-то другие язычники, многобожники. Этого решения не принимал ни Аллах, ни его посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому скажем: давайте возвращайтесь к Корану и сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, а иначе вы и ваши предки будете тагутами. Коран об этом не говорит,
Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, об этом не говорил. И вообще это все язычество, далекое от чистого единобожия, которое проповедовал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Как дух может тебе прийти? Душа, она сейчас либо наслаждается, либо получает наказание. Понятно? Или, как некоторые говорят, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приходит в день Маулида, когда мы празднуем его день рождения. Во-первых, кто сказал вам праздновать день рождения? Откуда вы это взяли? Взяли вы это с Корана? Взяли вы это из сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Что-то христианством здесь попахивает. Их множеством здесь попахивает. Вы откуда это взяли? Нету, не найдешь доказательства. Ни в Коране, ни в сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И сподвижники этого не делали. Они еще говорят, на Маулиде приходит дух пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому они делают салават и просят у него свои потребности. Все это выводит из ислама людей. Выводит из ислама. Вкратце, что нужно делать? Говорить. Возвращайтесь. Куда? К книге Аллаха и сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поклоняйтесь Аллаху так, как Он хочет, как приказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А иначе попадете под то, что сейчас говорит здесь автор. Потом говорит, на это указывает высказывание Всевышнего. Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения. Кто не верует в Тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах слышащий, знающий. 256 аят суры Аль-Бакара. В этом и заключается смысл свидетельства. Нет божества, кроме Аллаха. Вот что такое тагут. И вот от чего предостерег Всевышний Аллах в этом аяте. Сказал, нет принуждения в религии. После того, как ислам стал ясен, его доводы были очевидными, все рационально, все подходящее к человеческим внутренним чувствам, склоняющиеся к справедливости, не испорченными всякими низменными страстями, все понятно, нет принуждения после этого в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения, говорит Аллах. Кто не верит в Тагута. Смотрите, начинается с неверы в Тагута. Не с веры в Аллаха, а начинается с неверы в Тагута. Почему? Потому что прежде чем украсить и заполнить свое сердце единобожие, ты должен очистить ее от примеси многобожия. Потому что украшение после чистки. Ты же когда грязно не украшаешься, ты сначала помоешься, потом же себя украшаешь. Так или не так? Точно так же и в религии. Прежде чем украшать себя поклонениями, прежде чем делать то, что угодно Аллаху, нужно сначала очистить свое поклонение, свое сердце от всех примесей, ширка многобожия, от всех связей запретных, привязанности, преданности запретных, которые проявляются в обожествлении. Одного Аллаха, субханаху ва тааля, нужно чтить как единственное заслуживающее поклонение божество, табарака ва тааля. Кто не верует в Тагута, Тагут мы уже узнали, что такое, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается. Единобожие – это рукоять, которая приводит тебя к раю, которая держит тебя в религии, которая ведет тебя к Аллаху, субханаху ва тааля. Если ты будешь не верить в Тагута, крепко удерживаться за единобожие, ты будешь, иншаллах, идти по прямому пути Аллаха, у тебя будет связь с Аллахом постоянно, и ты попадешь в рай. Аллах слышащий, и Он знающий. Потом говорит автор, в этом и заключается смысл свидетельства: нет божества, кроме Аллаха. Ля иляха илляллах. То есть, что нельзя поклоняться и веровать в тагутов, а только поклоняться одному Аллаху. Не вера в тагута – это что? Ля иляха. Понятно? А вера в Аллаха – это илляллах. Как мы с вами говорили на прошлых уроках, отрицание и утверждение. С этим был послан посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Говорит автор, а в хадисе сказано: основа нашего дела ислам, его опора намаз, а вершина джихад на пути Аллаха. То есть хочет сказать то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был послан вот с такой миссией: веру в Аллаха единого и освобождение своего сердца от всех тагутов. Поэтому пророк сказал, саллаллаху алейхи вассалям, основа нашего дела ислам. Что такое ислам? На прошлом уроке мы с вами говорили. Что такое ислам? Кто может сказать? А? Покорность Аллаху через единобожие. Потом? Подчинение Ему повиновением. Да, непричастность к многобожию и его приверженцам. Мы с вами говорили об этом определении и разъясняли его. Так или не так? Говорит, основа нашего дела ислам. Это основа дела пророка, то есть это основа призыв пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это самое первое, к чему он призывал единобожие. Его опора – это намаз.
намаз, пятикратный намаз. Без него единобожие твое держаться не будет. Точно так же, как здание без опор держаться не будет. Палатку поставишь, эта палатка без опор будет держаться или не будет? Рухнет. Точно так же и твое единобожие. Если твоего намаза не будет, считай, что это единобожие рухнуло, ушло, нету его. А вершина — джихад на пути Аллаха. Вершина, здесь упомянулось в хадисе арабское слово как? Санам. Санам, вершина. Санам — это арабы употребляют на горб верблюда. Если горб у него высокий, это указывает на силу верблюда, что он сильный, выносливый. А если горб у него маленький, то указывает на слабость верблюда и его невыносливость. Понятно? То есть указывает, что если джихад на пути Аллаха, джихад — это война, джихад — это борьба вооруженная, которая ведется против неверующих, чтобы люди зашли в ислам, чтобы были единобожниками, как это делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники, когда войной шли на многобожников. Понятно, да? Если будет джихад присутствовать, это будет указывать на силу ислама, что ислам действительно, его опора является единобожие и намаз. А если джихада не будет, это будет указывать на слабость мусульман, и что им нужно возвращаться куда? Возвращаться на основу дела пророка, как пришло в этом хадисе, ислам, то есть единобожие, и возвращаться к намазу. Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе, когда вы полюбите эту жизнь, буквально, если приводить слова, ухватитесь за хвосты коров и возрадуйтесь земледелию, Аллах предаст вас унижению. То есть, когда вы полюбите этот мир, Аллах предаст вас унижению и не освободит вас от него до тех пор, пока вы не возвратитесь к его религии. Говорит о вершине его джихад на пути Аллаха. То есть, когда действительно эти основы окрепнут. Когда будет джихад люди делать правильно, ни в чем не отклоняясь от дороги посланника, алейхи салату вассалям, и его сподвижников, и будут понимать вопросы джихада так, как понимали его сподвижники, их ученики, и как понимали его 4 мазхаба. Имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафи'и и имам Ахмад ибн Ханбаль. Они как понимают его сектанты, или в наше время понимают его хавариджи, которые превратили нашу религию в терроризм и которые отошли от подчинения правителя. Нет, правильный джихад ведется вместе с правителем, тогда он будет благословенным, тогда он будет шариатским, и тогда он будет нести себе пользу. Но, к сожалению, в наше время мусульман постигло унижение, потому что они в первую очередь отбились от опоры ислама и отбились от основы дела пророка, алейхи салату вассалям, это единобожие. Призыв к единобожию в детальном виде, подробном виде. Когда оставили эту основу, вот теперь мы наблюдаем за их унижением, как они слабы. Поэтому призываем мусульман всех возвратиться к единобожию и призываем мусульман изучать религию, в частности, изучать эти великие 3 основы. Эти великие 3 основы, если ты хочешь спастись, если ты хочешь быть на правильном пути и пройти этот великий суровый экзамен, который ожидает тебя на могиле и который ждет тебя, как мы сказали, где? На судном дне. Потом автор говорит, и Аллах знает все лучше. Скромность автора перед Всевышним Аллахом. В конце говорит, что Аллах лучше знает. Потому что Аллах, субханаху ва тааля, Он только совершенен. Что касается человека, то он не может объять все знанием и не может постоянно всегда все говорить правильно. Салават Аллаха и его салям Мухаммаду, его семейству и сподвижникам, то есть пусть Аллах поприветствует, пусть Аллах ниспошлет мир и благословение пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, его семейству, то есть его семье, членам его семьи и сподвижникам, все те, которые были возле него, сопровождали в его жизни, помогали ему распространять религию. И также просим Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля, чтобы сделал эти уроки благословенные и чтобы укрепил нас в этой жизни на единобожии, на изучение 3 основ, хотя бы вкратце, как мы с вами прочитали, и чтобы оберег всех от испытания могилы, чтобы были осчастливлены правильным ответом в могиле, и чтобы зашли рай все наши родственники, вся наша семья, и чтобы все встретились в раю, навещали друг друга, наслаждались, и чтобы все беды, все мучения, все наказания, весь гнев Аллаха остался позади. Воистину Он, субханаху ва тааля, слышит, когда к Нему взывает и отвечает на просьбу. Ва саллаллаху ва салляма ва барака аля набийна Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.